23 июля в Абхазии отметили День государственного флага. Президент Рауль Хаджиба поздравил народ Абхазии с этим замечательным праздником. В поздравлении говорится: 23 июля 1992 года, несмотря на сложную общественно-политическую обстановку в стране, Верховный Совет Абхазии под председательством Владислава Арзева утвердил государственный флаг и государственный герб Республики Абхазия. Это событие сыграло важную роль в новейшей истории нашего государства. Флаг стал символом наших побед и достижений в военное и мирное время. Государственный флаг олицетворяет суверенитет нашего государства, отражает его богатую историю и древние традиции, символизирует дух и характер народа Абхазии. Относясь с почтением к государственной символике, мы отдаем дань уважения нашим предкам, отстоявшим право жить на своей земле. В этот знаменательный день хочу пожелать гражданам Абхазии крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия, отмечается в поздравлении президента. Автор флага, художник Валерий Гамгия, сумел отразить в нем основные этапы развития нашей государственности. Это полотнище, по длине которого расположены 7 чередующихся равных по ширине полос зеленого и белого цвета, 4 зеленые и 3 белые. Белый цвет символизирует духовность, зеленый – молодость и жизнь. 7 пятиконечных звезд над ладонью – это 7 исторических областей Абхазии. Основные праздничные мероприятия, посвященные Дню государственного флага, прошли в Сухуми. Все подробности этого дня вы увидите в репортажах наших корреспондентов в воскресном эфире. А сейчас давайте вспомним о других ключевых событиях этой недели. Эрик Хашба с обзором. В понедельник в Абхазию с однодневным визитом прибыл помощник президента России Владислав Сурков. С ним приехали начальник управления президента Российской Федерации по социально-экономическому развитию со странами СНГ, Абхазии и Южной Осетии Олег Говорун и его заместитель Денис Травин. В рамках визита в Гагре прошли 3 рабочие встречи в закрытом формате. Вначале президент Рауль Хаджиба беседовал с Сурковым и Говоруном. Затем в расширенной встрече с представителями России участвовали президент Абхазии и премьер-министр Артур Миквабе. И третья встреча у Суркова была со спикером парламента Валерием Ганба. Обсуждался ход реализации инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2015-2017 годы. На встрече было отмечено, что задержки в выполнении программы носят объективный характер. Проблемы возникают в подготовке проектно-сметной документации. Последние события в Турции не остались без внимания и в Абхазии. Президент республики Рауль Хаджиба выразил соболезнования президенту Турецкой республики Реджепу Эрдогану. В Абхазии осуждают противоправные действия мятежников, отмечается в частности в соболезновании. У Абхазии и Турции давние связи и многовековая общая история. Многочисленная абхазская диаспора проживает в Турецкой республике. В Абхазии надеются, что Турция в ближайшее время вернется к привычной жизни. Министерство иностранных дел Абхазии также выражает надежду на скорейшую нормализацию обстановки и укрепление стабильности и демократии в Турецкой республике. Об этом говорится в комментарии МИД, размещенном на официальном сайте внешнеполитического ведомства страны. В третий раз парламент отложил вопрос о вотуме недоверия премьер-министру Артуру Миквабе. На этот раз дата рассмотрения проекта постановления об объявлении вотума недоверия главе правительства перенесена на 27 июля. Об этом попросил парламент глава государства Рауль Хаджиба, который намерен лично присутствовать при обсуждении этого вопроса. Напомним, инициатор постановления депутат Алмаз Джапу обвиняет правительство, в частности, в срыве паспортизации, проведении провальной экономической политики, неисполнении большого количества постановлений парламента. На очередном заседании сессии депутаты также приняли в окончательном чтении законопроект о приватизации республиканской и муниципальной собственности. Отныне эти объекты могут продаваться только посредством аукционов и конкурсов. Половина денежных средств от их приватизации будет поступать в местный бюджет, а половина – в республиканский. Депутаты парламента приняли в первом чтении поправку к закону о средствах массовой информации. Если она будет принята, все иностранные сетевые издания, работающие в Абхазии, будут обязаны регистрироваться в республике. Состоялось рабочее заседание правительственной комиссии по празднованию 75-летия выдающегося ученого-кавказоведа, видного государственного деятеля Юрия Воронова. С 13 по 17 ноября в Сухуми пройдет международная научная конференция, посвященная 75-летию со дня рождения Воронова на тему «Археологические открытия на Кавказе и сопредельных ему регионов. Хронология и интерпретация памятников».
На этой неделе между Управлением государственной статистики Абхазии и Федеральной службой государственной статистики России был подписан план совместных мероприятий в области статистики на 2016-2018 годы. В рамках совместной работы планируется разработать систему национальных счетов. Российские коллеги также намерены поделиться опытом проведения намеченной в Абхазии сельскохозяйственной переписи. Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации договора между Россией и Абхазией о взаимной правовой помощи по уголовным делам. Договор был подписан в Санкт-Петербурге 28 мая прошлого года в целях развития международной правовой базы российско-абхазского сотрудничества по вопросам оказания взаимной правовой помощи по уголовным делам. В Абхазии появилась еще одна общественная организация «Современная Абхазия». Инициатор ее создания в недавнем прошлом сотрудник МИД Ираклий Тужба, он и возглавил организацию, а также Руслан Харазия и Виталий Кициня. На презентации «Современной Абхазии» они заявили, что не будут ограничиваться только социальными и гуманитарными проектами. Они планируют активно участвовать в общественно-политической жизни страны. С 1 по 20 июля Рицинским реликтовым национальным парком было реализовано 80 тысяч взрослых и 6 тысяч детских билетов на общую сумму более 28 миллионов рублей. Только 20 июля было продано рекордное количество визных билетов – 7 тысяч, на сумму 2 миллиона 300 тысяч рублей. Совсем скоро в Абхазском государственном университете начнется жаркая пора вступительных экзаменов. В этом году для поступления в ВУЗ было подано 632 заявления. Это меньше, чем в прошлые годы. Более того, есть специальности, на которых еще не подано ни одного заявления. В основном выбор абитуриентов пал на такие специальности, как юриспруденция, экономика и филология. Ректор Олег Акбарями с сожалением отметил, что многие специальности, которые востребованы в стране, в будущем студентам неинтересны. Это все, чем запомнилась уходящая неделя. А сейчас мы обсудим перспективы развития туристической отрасли республики. На этой неделе в Кабинете министров прошла встреча разработчиков концепции развития туристической отрасли с бизнесменами, работающими в этой области. Обсуждался набор инициатив, который ляжет в основу стратегии развития отрасли. Работа над стратегией ведется в рамках Совета по экономическому развитию и реформам при президенте Абхазии. К работе привлечены эксперты российской консалтинговой компании Strategy Partners Group, у которых есть международный опыт работы. Мы пригласили руководителя проектов консалтинговой компании Вячеслава Теребинова, который расскажет нам о том, какие меры, по мнению рабочей группы, следует принять для того, чтобы вывести туристическую отрасль на новый уровень развития. Здравствуйте, Вячеслав Владимирович. Здравствуйте. Для начала расскажите немного о своей компании, о том, какой опыт у нее работы. Я знаю, что в вашей компании Strategy Partners Group работают менеджеры, у которых опыт работы в различных международных консалтинговых фирмах. Расскажите о том, в каких странах успешно реализованы программы, подготовленные и с вашим участием тоже. Вот подобные программы, которые сейчас разрабатываются в Абхазии. Strategy Partners Group – это российская компания, которая успешно конкурирует с международными консалтинговыми компаниями, так известно такой большой тройки так называемых стратегических консультантов, McKinsey, BCG, Bain, не буду делать здесь рекламу, но это достойные конкуренты, и Россия – это один из немногих глобальных рынков, где локальной компании удается конкурировать на этом рынке с международными игроками. Компания уже насчитывает более 20-летнюю историю, основана в 1994 году, недавно отмечали 20-летие. Работаем преимущественно в странах СНГ. Если говорить о, скажем так, подобном опыте работы в других странах, то это в первую очередь Россия, как на федеральном уровне, так и на уровне отдельных регионов и республик, которые входят в состав Российской Федерации. И у нас есть большой пул реализованных проектов в Республике Казахстан. Это, скажем так, основные рынки, на которых мы осуществляем нашу работу. Были проекты в других странах СНГ, но они не столь многочисленные, как вот по сравнению с Россией и Казахстаном. В рамках Совета по экономическому развитию и реформам при президенте Абхазии разрабатывается программа по реорганизации туристической отрасли. К этой работе привлекли и вашу компанию тоже. Сколько времени вам понадобилось на то, чтобы проанализировать ситуацию, которая есть в туристической отрасли Абхазии, понять общую картину и подготовить программу, которая была презентована вот в четверг в Кабинете министров? Наша работа совместно с рабочей группой под руководством министра экономики Гора Адмирановича Арзимба
началась в апреле этого года, в начале апреля, там, в конце марта, в начале апреля было проведено первое совещание рабочей группы. И, соответственно, вот начиная с этого времени мы вели работу как в целом над разработкой стратегической концепции и программы и дорожных карт по развитию приоритетных отраслей Республики Абхазия, в том числе туризма. Соответственно, вот этот весь период занял, скажем так, подготовку этих предварительных материалов по туризму. Дальше еще будет работа продолжаться с точки зрения детализации намеченных мероприятий, разработки детальных дорожных карт, оценки бюджетов, необходимых сроков, определения ответственных, с тем, чтобы это стало действительно такой настольной книгой по реализации тех инициатив, которые были определены и обсуждены сейчас вот на совещании совместно с участниками отрасли, для правительства с четкими планами действий, с понятными KPI, ответственными, с тем, чтобы реализовать тот потенциал, который мы видим как в туристической отрасли, так и в целом в экономике Республики Абхазия. Обсуждение программы, которая была презентована вот в четверг кабинете министров, повторюсь, оно прошло без участия прессы. На презентацию были приглашены руководители различных государственных органов, руководители туристических объектов. Как прошло обсуждение? Вы можете рассказать, какие инициативы, которые прозвучали на презентации, показались участникам этого совещания наиболее перспективными? Вот я услышала, что в Абхазии активно развиваются только два вида туризма. Это пляжные и экскурсионные. Но есть другие виды туризма, есть понимание, что их тоже нужно развивать. Какие самые перспективные виды туризма? Вообще, где точка роста? Ну, смотрите, к определению приоритетных видов туризма мы подходили с двух точек зрения. Первое – это насколько вообще данный вид туризма привлекателен для развития в целом, независимо от того, это Абхазия или какая-то другая страна. Да? То есть здесь мы смотрели в целом на мировые тренды в туризме, да? На то, какие виды туризма пользуются наибольшей популярностью, с одной стороны, то есть это с точки зрения общего числа туристов, да? С другой стороны, какие виды туризма приносят наибольшую выручку. Да? Понятно, что человек, который едет просто на экскурсию посетить какой-то музей, это одни траты он несет. Если он остается здесь на длительный срок и проживает в гостинице, пользуется там услугами локального транспорта, общественного питания, это совершенно другие траты, которые там в разы превышают. Соответственно, эффект по данному виду туризма больше. Соответственно, мы смотрели вот привлекательность видов туризма с точки зрения трех факторов. Первый фактор – это общий поток туристический по данному виду туризма, то есть сколько людей с данной целью приезжают отдохнуть. То есть, будь то пляж, будь то цель оздоровления, либо там катание на лыжах, спелеотуризм, горный туризм. И ориентировались здесь в первую очередь на турпоток российских туристов, так как это основной источник туристов для Республики Абхазия и в текущей, и в среднесрочной перспективе ожидаем сохранения этого тренда. Это был первый фактор. Второй фактор – это как раз длительность пребывания по разным видам туризма. Да? Те, кто приезжают с однодневными экскурсиями, это, соответственно, один день. Пляжный туризм – это в среднем неделя, оздоровительный туризм – это обычно больше, это там от 10 до 14 дней в зависимости там, от курса, иногда до 3 дней. То есть смотрели в целом, насколько этот вид туризма имеет влияние на рост выручки туристической отрасли, соответственно, той добавленной стоимости, которая остается в республике. И третий, самый главный фактор – это, собственно, размер ежедневных трат туриста, который включает в себя как расходы на размещение, так расходы на питание, так расходы на экскурсии и другие сопутствующие услуги. И смотрели, как разные виды туризма, какую имеют среднюю выручку по российским туристам, и, исходя из этого, определяли те приоритеты. Если же говорить о итоговых выводах и рекомендациях, то здесь, безусловно, пляжный туризм, как с точки зрения объемов турпотока, так с точки зрения там, длительности пребывания средних трат, он, безусловно, есть и останется среди приоритетных видов туризма для Республики Абхазия.
Давайте немного поговорим о цифрах, которые прозвучали на совещании. Официальная статистика гласит, что объем туристического потока за последние 2 года увеличился на 20%, да? Что доходы от туристической индустрии составили 2,5 миллиардов рублей. Но по вашим оценкам, по вашим подсчетам, эта цифра совершенно другая, это 9 миллиардов рублей. Вот расскажите, как вы вышли на эту цифру, как подсчитывали вот эти доходы? Почему такая разница с официальной статистикой? Смотрите, здесь как бы сразу нужно сделать, скажем так, некую сноску, что это не значит, что официальная статистика неправильная или она как-то намеренно занижает цифры и отражает там некорректную информацию. В целом проблема правильного статистического учета в туристической отрасли, она сложнее, чем в любых других отраслях. И даже в России сейчас нет четкого понимания, да, тех объемов доходов, которые приносит туристическая отрасль. В международном опыте есть такое понятие, как сателлитные счета по методологии, разработанной там ООН, Евростатом и Международной организацией туризма, которые позволяют более-менее корректно оценивать все доходы от туризма. Но это требует существенного, скажем так, внедрения оборота по пластиковым картам. То есть там все более опирается на данные по оборотам пластиковых карт, по типам торговых точек. То есть это система, которая даже в России еще не внедрена, и процесс ее внедрения он долгосрочный. Поэтому туристическая отрасль одна из самых сложных с точки зрения статистического учета. Если же говорить тот подход, который мы применяли для оценки доходов реальных, та вот цифра, которая 2,5 миллиарда официальная статистика учитывает сейчас только доходы от размещения, это и экскурсионное обслуживание. Да? То есть сегмент питания туристов туда просто по методологии пока не входит. Да? То есть один там, из существенных сегментов, который вот из этих 9 миллиардов, это как раз те траты, которые турист несет в республике на оплату питания, будь то покупка продуктов питания в магазинах, либо использование точек общественного питания. То есть порядка, если не ошибаюсь, 5 миллиардов рублей. Это вот та часть, которая просто статистикой не учится, потому что они по методологии пока учитывают только экскурсионное обслуживание и объекты размещения. Вот. И тот сегмент, который еще мы дополнительно оценивали, это, соответственно, частный сектор. Здесь мы исходили из оценок средней стоимости койко-места, средней загрузки и, собственно, числа этих койко-мест, да, потому что далеко не все представители частного сектора, которые оказывают услуги размещения, как-то официально о себе заявляют, поэтому мы сделали здесь совместно с Министерством по курортам и туризму Республики Абхазия оценки того, сколько там реально тратят туристы на услуги размещения. Официальная статистика гласит, что в туристической отрасли задействовано порядка 3000 человек, но по подсчетам рабочей группы эта цифра другая. Если учитывать смежные отрасли, это 18-20 тысяч человек, о чем вы говорили на презентации. Вот тоже интересно, как вы вышли на эту цифру, как вы подсчитывали? Здесь ситуация абсолютно аналогична. Официальная статистика здесь тоже, она как бы находится в соответствии с и выручкой, да, то есть они считают и выручку, и занятость только по коллективным средствам размещения и объектам экскурсионного обслуживания. Соответственно, то, что мы делали, это мы дооценивали то количество занятых в частном секторе размещения и также то количество занятых в объектах общественного питания. Понятно, с некоторыми допущениями. На презентации говорилось о том, что нужно увеличивать загруженность туристических объектов, но это не представляется возможным, потому что в связи с проблемами в инфраструктуре, тяжелая ситуация в ЖКХ, в энергосистеме. Но какой выход? Что вы предлагаете для того, чтобы увеличить среднегодовую загрузку курорта в Абхазии и увеличить длительность пребывания туристов? В случае Республики Абхазия там главный драйвер увеличения как среднегодовой загрузки объектов размещения, так и увеличения числа туристов. Потому что в летние пиковые месяцы, да, с учетом тех ограничений, которые вы правильно отметили, по инфраструктуре, по электроэнергетике, экстенсивное развитие в ближайшей перспективе не представляется возможным. Да. Это будет медвежья услуга самим себе, окончательно убить инфраструктуру и сформировать абсолютно негативный имидж.
Соответственно, это расширение туристического сезона за счет развития новых видов туризма. Вот, те, которые Вы можете проговорить, какие виды туризма? За счет каких видов туризма? Это оздоровительный туризм, который часто используют как средство до загрузки. Даже при там, небольших отелях есть возможность организовать там неполноценный санаторий, да, где это лечебное учреждение, а оказывать спа-услуги, косметические услуги, услуги так называемый wellness по правильному питанию, пакет дополнительных услуг, которые уже некоторые гостиницы здесь реализуют для того, чтобы повысить загрузку в весенние и осенние месяцы, когда погода еще благоприятна, да, и с точки зрения, там, единственное, что в море плавать нельзя, а с точки зрения в целом комфортности для нахождения, эти периоды еще достаточно приятны. И зимний горный туризм, не обязательно горнолыжный, да, есть возможность как, скажем так, совсем экстремальных видов, но здесь как бы турпоток не очень большой, да, такие там прыжки на лыжах с вертолетов, фрирайд, хелиски и прочие как бы, виды совсем экстремального. Здесь тоже есть потенциал, но поток там, понятно, ограничен с точки зрения небольшого числа людей, которые этим занимаются, потому что это достаточно дорого. Ну и при этом есть возможность организации зимних экскурсий при правильной организации инфраструктуры, незначительные там инвестиции в очистку дорог, закупку ретраков, на которые можно передвигаться по снегу без риска как для природы, так и для путешествующих. Вы в Абхазию стали приезжать только в этом году, да, с момента, когда вы начали работать, принимать участие вот в рабочей группе. По уровню сервиса, с какой бы страной вы сравнили Абхазию? Сложный вопрос, смотря какой сервис иметь в виду. Я бы сказал так, что здесь пока очень поляризован уровень сервиса. Есть, если говорить там, про общественное питание, да, есть места, где уровень сервиса не хуже многих европейских стран, но вот, скажем так, такого среднего уровня, да, который ты там ожидаешь увидеть, например, там, в большинстве заведений Москвы, здесь пока, как мне кажется, вот субъективно, да, по той не очень репрезентативной выборке, которую я могу делать, глядя на республику, скажем так, немножко глазами туриста, среднего уровня, как мне кажется, здесь пока недостаточно. То есть есть места, которые действительно эффективно, хорошо работают там, по лучшим европейским стандартам, и есть те места, которые еще остались слегка в Советском Союзе, если оперировать стереотипными фразами с точки зрения сервиса. Многие туроператоры указывают на достаточно серьезную проблему, это отсутствие классификации туристических объектов, да, а звездность, она предполагает и регулирование ценообразования, и качество предоставляемых услуг. Что вы можете сказать по этому поводу? Да, вопрос стандартизации, он один из ключевых, и вчера по результатам обсуждения он тоже, там, скажем так, попал в топ-10 инициатив, которые являются там, приоритетными с точки зрения первых шагов по развитию отрасли. Вопрос стандартизации важен не только с точки зрения удобства для туроператоров, да, вопрос стандартизации важен с точки зрения как раз подтягивания общего среднего уровня, да, потому что процесс стандартизации, он так или иначе является процессом обучения ательеров. Они понимают, какие есть требования. Стандартизирующие организации часто организуют в том числе как бы обучение, как привести в соответствие ваш объект к стандартам для того, чтобы получить сертификат. Да, это тоже часть их бизнеса. Поэтому этот вопрос важен с двух сторон, да, как с точки зрения понятности для туриста и туроператора, да, четкое понимание, какой уровень сервиса, да, я могу ожидать, если это гостиница, там, скажем, 3 звезды, люди будут представлять и будут понимать, на что они рассчитывают и формировать правильные ожидания, да, потому что такое удовлетворенность? Да? Удовлетворенность – это ожидание минус реальность. Соответственно, если ожидания будут совпадать с реальностью, то человек будет удовлетворен. Если он будет формировать себе излишние ожидания, а результат у него будет ниже, чем ожидания, даже если все было хорошо, здесь вопрос правильно сформировать ожидания. И вот стандартизация как раз инструмент формирования правильных ожиданий у туристов, которые приезжают. А какие ваши ожидания были, когда вы только начали заниматься исследованием, анализом туристической отрасли? Вот то, что вы увидели, со знаком минус или со знаком плюс? Честно говоря, я
ожидал худшего. Возможно, это лично моя была позиция, да, то есть я думал, что, скажем так, здесь вот нет тех части заведений туристической отрасли и там, предприятий туристической отрасли, которые ушли уже, скажем так, на европейский уровень. Был приятно удивлен, что такие компании здесь уже есть, работают, и это значит, что развивается конкуренция, и, соответственно, здесь уже бизнес без даже поддержки государства будет сам вкладывать там, в улучшение объектов размещения, потому что все строят на этом бизнес, все зарабатывают деньги, все это понятно, это все правильно, и тем самым усиливается конкуренция, и средний уровень будет так или иначе подниматься. Да? Вопрос того, как этот процесс просто ускорить. Программа — это хорошо, стратегия — это тоже замечательно, нужна дорожная карта, инструкция, да, понимание того, как развивать туристическую отрасль. Но самый главный вопрос, где брать деньги на реализацию этой программы масштабной, да, и деньги нужны колоссальные. Как привлекать инвестиции в туристическую отрасль? И инвестиции больше должны быть государственные или частные, вот, на ваш взгляд? Туристическая отрасль, если там смотреть в том числе на опыт других стран, всегда, скажем так, в целом развивается на принципах государственно-частного партнерства. Да? Это не всегда может быть де-факто или там де-юре договор между там, государственной структурой и каким-то отдельным частным инвестором. Да? Но государство в большей степени обеспечивает там, развитие инфраструктуры общей, да? Конкретно туристические компании работают над созданием специализированной туристической инфраструктуры, да, и туристических объектов, гостиниц, подъемники, горнолыжные склоны и так далее и тому подобное. В том числе инструменты государственно-частного партнерства используют при развитии таких объектов, скажем так, благоустройства, как набережные. Да. Здесь, скажем так, второй частной стороной может использоваться вот те торговые точки, которые потом на облагороженной набережной будут осуществлять торговлю. Да, и, соответственно, если там, в целом набережная будет выглядеть облагороженно приятно, поток туристов на этой набережной вырастет, и их бизнес тоже пойдет в гору. Да, то есть они со своей стороны тоже заинтересованы как раз в улучшении качества инфраструктуры. При этом успешные страны, да, там такие, например, как Турция, активно на первом этапе использовали инструмент специального налогового режима для привлечения инвесторов. Давались значительные налоговые льготы на 10-15 лет там, освобождения от ряда налогов, послабления по другим налогам с точки зрения того, чтобы бизнесу это становилось интересней на первом этапе осуществлять инвестиции, быстрее окупать вложенные средства. Хотела бы поговорить о барьерах, которые мешают развиваться туристической отрасли. Вот статус Абхазии, я имею в виду признание Абхазии только несколькими странами мира, в том числе и России. Как влияет на развитие туристической отрасли? Статус частичного признания республики, естественно, оказывает свое влияние на развитие и экономики, и туристической отрасли в частности, но я бы не сказал, что это прям сразу ставит черную метку и ограничивает все возможности по развитию. Есть пример того же Северного Кипра, который признан тоже только Турецкой республикой. И он достаточно успешно развивает туристическую отрасль, опять же ориентируясь в основном на поток туристов из Турции, из самой Турции, но в том числе организовал поток из других европейских стран, то есть туристам они в меньшей степени заинтересованы в политике, чем, скажем так, в реальном отдыхе, и вопросы геополитики их тоже в меньшей степени интересуют. Да? На той же Украине сейчас украинцы, многие едут отдыхать в Крым. А почему абхазские курорты привлекательны только для, в основном, российского туриста? Я думаю, что здесь две части. Первая часть это то, что просто исторически Абхазия, будучи там частью Советского Союза, была знакома только странам СНГ. Да? Поэтому многие европейские страны, европейские туристы не, скажем так, не знают о возможности посетить эту страну. Некоторые не знают, что есть здесь такая замечательная страна, в которой можно съездить и отдохнуть. Здесь вопрос, скажем так, узнаваемости на внешних рынках республики как место для туризма. Да? То есть, как бы все знают в международном там,
курорты Мальдивы, Сейшелы, которые раскручены по всему миру. Есть какие-то там часто локальные курорты, которые там в своих регионах располагаются, не столь популярны среди международных туристов. Ну, вопрос визовых ограничений для иностранцев здесь тоже играет роль. Они на самом деле, насколько мы поняли из нашего анализа, не столь существенны, просто процесс для иностранных туристов не совсем понятен, но что самое существенное, он требует практически всегда получения российской визы, которая гораздо более сложнее получить для тех же жителей Европейского Союза с тем, чтобы поехать в Абхазию. И я думаю, что вот вопрос того, что нужно получать российскую визу для того, чтобы получить Абхазию, да, потому что это основной канал посещения республики туристами через Российскую Федерацию. Это один из ключевых факторов, который препятствует привлечению иностранных туристов из-за рубежа. Ситуация на границе, российско-абхазской границы по реке Псоу сказывается на привлекательности абхазских курортов, потому что мы знаем о том, что туристам приходится стоять на жаре, чтобы пройти паспортный контроль. Вообще, как влияет вот эта ситуация на границе на количество посещения туристами? Как театр начинается с вешалки, так и отдых начинается с процесса попадания на курорт, на место отдыха. Высокая загрузка и длительное время ожидания, конечно же, негативно сказывается на общем восприятии и желании поехать в Республику Абхазия, в том числе повторно. Да, то есть часть туристов и, на мой взгляд, наиболее, скажем так, целевой турист, который готов тратить существенные деньги для того, чтобы отдохнуть, он попросту привык к другому уровню комфорта, и ему неприемлемо стоять 5 часов, тратить полдня отдыха, да, у них обычно количество дней отдыха ограничено, и, соответственно, временные расходы на логистику стараются абсолютно минимизировать, да, и потратить там полдня туда, полдня обратно. Состоятельные туристы просто не готовы рассматривать такой вариант. Поэтому эта ситуация частично ограничивает поток в целом, то есть люди не рассматривают республику как место для отдыха. И с другой стороны формирует у тех, кто уже побывал, у части туристов, негативный имидж и снижается, скажем так, желание вернуться и повторно провести свой отпуск в Абхазии. Насколько мы знаем, ситуация в последние годы улучшилась, да, и вот я когда на этой неделе прилетал, там на российской стороне, на пешеходной границе стали строить дополнительные будки для паспортного контроля. Понятно, что не все зависит от Республики Абхазия, да, здесь большая часть противодействия и действий должна быть совершена со стороны Российской Федерации. Здесь, соответственно, очень важно сформировать правильную повестку и правильные пожелания для российской стороны и показать, что именно вот эти факторы позволят республике ускоренно развиваться, а Российская Федерация, соответственно, заинтересована в ускоренном развитии республики как в своем стратегическом партнере. Открытие для россиян курортов Крыма, да, повлияет как-то на количество турпотока в Абхазию? Да, естественно, повлияет, но здесь нужно смотреть на картину в целом, да, то есть одновременно, скажем так, с появлением Крыма произошло закрытие Египта, сейчас Турцию условно открыли, но де-факто турпоток туда очень низкий. Плюс в целом в связи с девальвацией рубля заграничный отдых для большинства россиян стал менее доступным, поэтому происходит переориентация на внутренний вид туризма. И Республика Абхазия, находясь в рублевой зоне, да, она с точки зрения девальвации не подорожала для российского туриста по сравнению с той же Грецией, допустим, да, или Кипр, которые сейчас являются там основными зарубежными направлениями с точки зрения пляжного отдыха российских туристов. Поэтому в целом ситуация, наверное, примерно как статус-кво. То есть что-то сыграло в плюс, что-то сыграло в минус. И то, что мы вот видим по цифрам этого года, как вчера на заседании говорил министр,
турпоток вот по состоянию на 20 июля сравнялся в сравнении с прошлым годом. Я бы еще хотела к одному вопросу вернуться. Мы о барьерах, да, которые мешают развитию. Один из барьеров – это ситуация на границе. Второй барьер – это статус Абхазии. Еще какие барьеры мешают развитию Абхазии? Вот как бы в тезисной форме вот так вы можете проговорить? Это сложно, наверное, сказать барьерами. Это текущие ограничения, которые препятствуют ускоренному развитию. Это вот ограничения по инфраструктуре, да, по энергетической, по сетевому хозяйству, по водоснабжению, водоотведению. То, что не позволяет привлекать, с одной стороны, много инвесторов, как внутренних, так и внешних, потому что с точки зрения, если делать всю инфраструктуру за счет бизнеса, да, это с точки зрения инвестора не столь привлекательно становится этот бизнес, поэтому он 3 раза подумает и, возможно, выберет другое место для инвестиций. Поэтому вопрос инфраструктуры энергетической и инфраструктуры ЖКХ – это вот один из ключевых барьеров. Это вчера, собственно, было подтверждено всеми участниками отрасли, что это болевая точка, над которой необходимо работать. Данная программа, да, она разрабатывается не нами, она разрабатывается рабочей группой, в которую мы входим. И очень приятно, что в республике есть много умных, амбициозных профессионалов, которые работают в составе вот рабочей группы, помогают двигать всю экономику и будут, как мы надеемся, стоять у руля этих изменений, и что эта программа не станет просто бумагой, которая ляжет в стол. Да, есть люди, которые готовы взяться за реализацию этой программы. По вашим прогнозам, когда туристическая отрасль выйдет на качественно новый уровень в Абхазии? Здесь все зависит, скажем так, от скорости реализации, которая зависит от многих факторов, да, от скорости разрешения вопросов, которые требуют участия Российской Федерации, да, например, с тем же пограничным переходом, от скорости внутренних процессов изменений в республике, там, с точки зрения изменения там, нормативно-правовой базы регулирования республики. Поэтому, скажем так, дать точный прогноз, сказать, что там, через 3 года туристическая отрасль выйдет на абсолютно другой уровень, здесь сейчас сложно. Если исходить, скажем так, в целом из опыта реализации подобных программ, то обычно, скажем так, какие-то глобальные изменения, если посмотреть там, на опыт там, других стран, там тоже Черногории, то это вот 3-5 лет, когда происходит изменение среднего уровня, происходит уже переход, скажем так, на другой, в том числе там, и ценовой диапазон туризма. Это связано в том числе с объективными факторами, да, процесс там, инфраструктурного строительства, да, он начинается сначала планирование, а потом идет непосредственно капитальное строительство, которое просто по времени занимает обычно 1-2 года. Соответственно, первые результаты там, начинают появляться через 3 года, ну такие уже, скажем так, большие и заметные. Понятно, что что-то можно изменить в течение одного сезона. Вот, но, скажем так, в масштабах всей республики горизонт 3-5 лет, он кажется реалистичным. Оптимистичные прогнозы у вас. Спасибо, что пришли в нашу студию, нашли время и ответили на наши вопросы. Спасибо. До свидания. Всего доброго. Уважаемые телезрители, я напоминаю, в студии был руководитель проектов консалтинговой компании Strategy Partners Group Вячеслав Теребинов. Мы говорили о стратегии развития туристической отрасли Абхазии. Мы продолжаем выпуск. Печальная новость. На 72-м году ушел из жизни ветеран Отечественной войны народа Абхазии Сергей Зибелян. В период боевых действий Сергей Зибелян вступил в ряды сформированного в феврале 1993 года батальона имени маршала Баграмяна и принимал активное участие в военных операциях. За особые заслуги перед Родиной указом первого президента Владислава Арзенба Сергею Зибеляну было присвоено высокое звание Герой Абхазии. После окончания Отечественной войны народа Абхазии Сергей Зибелян был избран депутатом Гагарского районного собрания, вел активную общественно-политическую деятельность. Мы здесь живем, родились на этой земле. Дед мой здесь в Абхазии похоронен еще в 18 году. Ну, естественно, мы должны защищать эту землю. И впредь готовы.
Вице-президент Абхазии Виталий Габня принял члена Коммунистической партии Российской Федерации Александра Трубицына, который вручил ему фотоколлаж с установки государственного флага Республики Абхазия на Северном полюсе в 2003 году. Виталий Габня отметил, что установка государственного флага Абхазии на Северном полюсе российской научной экспедиции стала поистине историческим событием, за которым внимательно следили в республике. Виталий Габня подчеркнул, что в Абхазии понимали, какое давление оказывается на членов КПРФ со стороны Грузии и Евросоюза. Вице-президент вручил Трубицыну двухтомное издание «Абхазия. Страна души». В последнее время, особенно после признания со стороны Российской Федерации, нас посчитают много друзей. Но мы в особенности ценим друзей из тех, которые нам руку протянули в то самое сложное время, когда мы находились в жесткой блокаде, когда вы первый раз посетили в Абхазию, оказывали всестороннюю помощь. Через СМИ, когда каждая весточка об Абхазии, которая выходила в мир, для нас дорого стоила. Помогали компьютерами, знаем, давали какие-то финансовые возможности для Пицунской школы. На таких, как вы, держится настоящая дружба между Абхазией и Россией. Поздравляю и вас, всех собравшихся, и народ замечательной мужественной республики Абхазии с Днем Абхазского флага. Я привез как воспоминание о том, что Компартия всегда поддерживала Абхазию, фотоотчеты Северного полюса, где в 2003 году еще не признанная была Республика Абхазия, мы установили флаг Абхазии. Эта акция была инициирована, осуществлена коммунистами, руководством Компартии Абхазии и Компартии Российской Федерации. Это все, о чем мы хотели вам рассказать. Спасибо, что смотрели нас. До свидания.